Новая самоходная подземная машина для перевозки персонала «Занам» появилась на руднике «Интернациональный». С каждым годом протяженность шахты увеличивается. Работники теряют много сил и времени на дорогу под землей. Сегодняшний автопарк уже не справляется с этой задачей. Если «Занам» успешно покажет себя в работе, то эта проблема будет решена. Подробности в сюжете моей коллеги. Новая самоходная подземная машина внешне напоминает обычный внедорожник. Но на самом деле это не так. Да и вмещает она гораздо больше пассажиров – 14 человек. Испытывает транспорт Евгений Горбачев, машинист участка внутрирудничного транспорта. До этого на участке у нас была ПАО «Сминка». Сейчас вот получили с 1 июля Заман на базе Land Cruiser. На ПАО «Семинка» коробка была автомат. Было проще, от этого ожидали хуже. Постоянные подъемы, сейчас оттайка в шахте. Ведет себя нормально, хоть и на механике. Сегодня автопарк рудника для перевозки персонала насчитывает 6 машин. Сейчас проходит испытание еще одна. По словам машиниста, судить о ее эффективности пока рано. Но уже после первых испытаний отмечены очевидные плюсы. Новая самоходная машина «Занам» меньше своего предшественника по габаритам и, по словам работников, гораздо экономичней. Для доставки людей на глубокие горизонты применяются машины ПАО «Сминка». Пожалуйста, экземпляр. Доставляет до 18 человек одновременно. По сравнению с «Занам», это, конечно, более тяжелая машина, более надежная, но есть свои плюсы, есть минусы. С каждым годом протяженность горных выработок растет. Сейчас шахтеры осваивают более глубокие горизонты. А для этого нужна новая техника, в том числе и для перевозки персонала. У нас появились объекты на отметке 790 и 810 метров, глубокие горизонты, чтобы ускорить доставку людей, чтобы сократить время доставки и увеличить время выдачи горной массы за счет механизированной доставки людей. Испытания новой самоходной машины продлятся полгода. За это время оценят ее расход топлива, пригодность использования ее для местных подземных условий. Если испытания пройдут успешно, то она пополнит подземный автопарк. Мария Урцева, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».